В Башкортостане начинается набор в батальон беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Об этом мы поговорим с Героем России, начальником службы беспилотных авиационных систем 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Тельманом Уралбаевым. Тельман Серикпаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот глава Башкортостана Ради Хабиров накануне вручил вам медаль генерала Шаймуратова. До этого вам приходилось с ним общаться и поддерживать общение. Расскажите об этом. Да, вчера действительно произошло очень важное мероприятие. И для меня это была большая честь из рук главы республики получить данную награду. Мне не приходилось до этого встречаться с главой республики Башкортостан. Но вот ваше подразделение отличилось в штурме Красноармейска, соответственно, и я наслышан о том, что в вашем батальоне служит множество уроженцев Республики Башкортостан. Что бы вы сказали бы о своих подчиненных? В моем батальоне более 70% жителей Башкортостана служат. И я хочу сказать, что это очень смелый народ. Многие из них герои, которые преданы своему народу, своей стране и достойно выполняют свой долг в родине. Вот роль БПЛА сейчас настолько высока, что при боевых действиях, особенно в зоне проведения специальной военной операции, они играют ключевую роль. Вот расскажите, пожалуйста, что для вас значит участие в наборе, то есть в кампании по набору военнослужащих в подразделении, почему важно лично поддерживать такие инициативы? Своим личным примером, в первую очередь, я в дивизии возглавляю эту беспилотную систему и своим личным примером подаю ребятам, что это необходимо делать и вступать именно в беспилотную систему. Все-таки, если бы вы сейчас были в том возрасте, когда только принимают решение о службе, вы пошли бы в подразделение беспилотных войск, и что бы для вас бы стало решающим фактором? Да, я пошел бы с большим бы удовольствием. Начал бы с низов, прошел бы все эти азы. Вот все-таки, как действующий военнослужащий, расскажите о роли беспилотных авиационных систем при ведении боевых действий все-таки. Насколько помогают, если, допустим, при классических боевых действиях все-таки там есть своя тактика, сейчас, соответственно, при боевых действиях в 21 веке совершенно другая уже. Это в первую очередь огневая поддержка. Огневая поддержка штурмовикам для того, чтобы ребята зашли, освободили эту территорию, закрепились. Также с помощью беспилотной системы осуществляется поднос, оказание первой медицинской помощи с помощью дронов. Сбрасываем аптечки, необходимую еду, боевой комплект. А будут ли проходить обучение будущие воины в вашем подразделении, соответственно, которые будут заниматься беспилотными летательными аппаратами? Да, конечно. Каждый военнослужащий, который только пришел, начинает проходить общевойсковую сначала подготовку, потом спецподготовку. То есть вид обучения сначала общевойсковая, потом уже специальная? Да, сначала общевойсковая, потом специальная. Соответственно, боевое слаживание тоже предполагается? И боевое слаживание, все это вместе, все это проходит. Расскажите все-таки, какие навыки критически важны для оператора БПЛА, на ваш взгляд, и сколько времени в среднем требуется для того, чтобы подготовить высококлассного специалиста? Нужна молодежь. Всем известно. Это ребята, которые с детства ходят с телефонами в руках, у которых моторика рук развита лучше, чем у старшего поколения. Поэтому ребята до 30 лет, я приветствую такой возраст. То есть от 18 до 30? От 18 до 30 я приветствую. А если, допустим, какой-нибудь там, не знаю, мужчина захочет, и ему 35... При желании и его научим. Специалисты есть, инструктора есть. Опыт был. Все-таки расскажите, как применение дронов влияет на снижение, соответственно, рисков для личного состава на поле боя? Сейчас мы добились такого результата, что наши операторы находятся на очень достаточно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения с противником. И потери минимизированные практически нету. Зависит все это в первую очередь от самого военнослужащего. Как он
прошел подготовку, насколько он готов сам морально, как он обучился, как он взял все эти знания от инструкторов, которые ему там дали, и их применил на позиции своей. От этого это в первую очередь зависит от него самого. Все-таки в среднем сколько занимает подготовка? Или все в зависимости от специализации? Где-то вот дольше срок, где-то Все до 3 месяцев обучаются. До 3 месяцев обучаются спецподготовки. Потом сдают экзамены. После того, как сдали экзамены, после этого только имеют право идти на линию боевого соприкосновения. А расскажите, вот насколько быстро новобранец может освоить управление беспилотными системами? Какие качества для этого важнее всего? Ну вот вы, получается, уже говорили, это моторика, рука, а вот все-таки знание техники или там, допустим, каких-то новых технологий тоже приветствуются? Это тоже приветствуется. Да и скажу так, что наша молодежь очень грамотная. Им это легко все дается. Они могут это обучиться и за месяц. Все это от их желания зависит, в первую очередь. А вот физическая подготовка все-таки, потому что обычно у нас... Физическая подготовка тоже нужна. Потому что это необходимо зайти на позицию, окопаться, подготовить позицию, выставиться. Это тоже необходимо. То есть к себе в батальон мы не набираем всех попало. У нас есть конкретные требования, конкретные условия, которым мы придерживаемся. И ребята, прежде чем зайти, прежде чем подписать контракт с нами, они будут сначала проходить требования наши. Если они будут соответствовать, то, естественно, мы их возьмем. А какие самые востребованные специальности в вашем подразделении, самые такие котируются, даже или не котируются, или все они важны, вот, на ваш взгляд? Да не все важны. Одна из другого вытекает, каждый друг друга дополняет. Все важны. Угу. Есть, получается, там инженеры, аналитики, соответственно, или я ошибаюсь? Есть и инженеры, саперы, операторы. Есть, да, и аналитические группы, которые рассчитывают. Угу. И независимость, то есть не влияет ли, вот, допустим, уровень образования, среднего образования, высшее образование, или это тоже играет свою роль или нет, как вы считаете? Да нет, я думаю, не влияет. Не влияет это. Угу. Все-таки, как вы считаете, что нужно знать и уметь, чтобы быть, так скажем, востребованным? И какой отбор проходят кандидаты? Это, я не знаю, экзамены, тестирование, вот что это? Ну, при подписании у нас инструктор находится здесь у вас, который будет сначала принимать вступительный экзамен. Это теория и немного практики. И уже глядя на то, что человек действительно справляется с этим, мы с ним будем заключать контракт. А что вот влияет? Состояние здоровья, мотивация вот, при выборе? Вот расскажите. Состояние здоровья, желание идти защищать нашу страну, нашу родину. Какие вот у них перспективы на гражданке открываются, на ваш взгляд? Вот все-таки востребованность тоже же есть. Вот у вас есть ли какой-то пример вот там от ваших бывших сослуживцев? Вот, там? Ну, ребята, которые находятся на гражданке после специальной военной операции, для них открывается очень большое будущее. Они могут участвовать в многих проектах нашей страны, в охране обороны своих регионов, республик. Очень много предложений для них со стороны государства. Угу. И назовите самые главные аргументы все-таки, почему молодой парень из Башкортостана должен пойти служить именно в ваше подразделение? Мы формируем именной батальон имени полковника Гореева Муса, советского летчика, дважды Герой Советского Союза. И это большая честь служить в именном батальоне, в первую очередь. Заключительный такой вопрос. Вот что бы вы хотели пожелать ребятам, если вы, допустим, записали 30-секундный ролик? Ребятам, что я хочу пожелать? Подходить ко всему с холодной головой, принимать решения самим, знать, ради чего они живут и за что они идут воевать. Идем мы все за нашу Родину. Спасибо большое за беседу. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.